Уважаемые друзья, добрый день. Очень рад вас видеть в преддверии таких замечательных светлых праздников, как День Победы. А, Здесь и представители, деятели культуры, и совсем молодые наши специалисты в области распространения информации и создания необходимых, как сейчас модно говорить, контентов. Но в начале, да, конечно, вот вся работа в этом году посвящена по линии Общества знания. Это основная тема, День Победы. Это особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. В советское время про этот праздник говорили часто словами из песни. Это праздник со слезами на глазах. Ну, во-первых, это праздник, безусловно, потому что это День Победы, это и все, что происходило во времена Второй мировой войны и, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа, может быть, и в первую очередь российского народа, потому что если посмотреть по количеству потерь, то Россия в составе Советского Союза, она тогда называлась РСФСР, Российская Советская Федеративная Республика, потери РСФСР составили около 70%, 69 с чем-то, ну почти 70%. Поэтому мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую победу. Но, конечно, Российская Федерация, в силу ее масштабов, внесла, конечно, максимальный вклад в эту победу и больше всего положила на алтарь этой победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее. Я когда говорил, что это праздник практически для каждой нашей семьи, то это естественно, потому что при таких огромных потерях для всего Советского Союза это было 27 миллионов человек, и точно пока и не сосчитано, но ясно, что это коснулось почти каждой семьи. И чрезвычайно важно использовать современные возможности для того, чтобы передавать эту информацию, эту правду о прошлом, в данном случае о Великой Отечественной войне и о ее героях, передавать ее и в день сегодняшний, и в день завтрашний. Что в этой связи хотел бы сказать? Вот, конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране. Они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор. Даже те, которые погибли, защищая Отечество. Почему? Потому что память о их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия, потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем. Только понимая, какой ценой досталось нам наше сегодняшнее и наше завтрашнее, и завтрашний день, только понимая, какой ценой и что сделали наши предки, наши отцы, дедушки, прадедушки, даже бабушки, защищая Родину, только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна. И можно только в этом случае правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, и на среднесрочную, и на более отдаленную перспективу. Конечно, очень важно в этой связи иметь возможность и уметь правильно, искренне, если
позволите сказать, и пронзительно донести всю информацию о том, что было в предыдущие десятилетия, в предыдущие годы. Потому что только так может эта информация зайти в сердце любого человека, и только так она может стать частью его души. А это значит, что вот каждый конкретный человек и все мы вместе будем составлять единое общее целое. И будем ощущать себя единым народом, что чрезвычайно важно. Вот современные средства коммуникации, конечно, в значительной степени отличаются от того, что было раньше. Ну, от книг, кто сейчас и читают поменьше, и может быть, и в кинотеатры ходят пореже, я не знаю, надо статистику посмотреть. Но это только способ донесения информации, он меняется. А нам важно, чтобы и современные средства доносили до человека нужное содержание, контент, как модно говорить теперь. Значит, а вот это должно быть, безусловно, связано и с нашим желанием это делать, и с нашими способностями к этому, к достижению такой цели, используя современные средства доставки этой информации. И, безусловно, все это должно опираться на лучшие традиции русского, российского искусства. И, исходя из этих традиций, формировать день сегодняшний и завтрашний, имея в виду возможности применения современных средств коммуникации. И в этой связи, конечно, очень важно, чтобы и современные поколения деятелей искусства, они сами прониклись вот этим желанием работать в данной области и заряжали бы вокруг себя всех, кто может быть причастен к этой работе. А таких у нас очень много. Вот сейчас маленькую выставку показали. Теперь скажу два слова о обществе знания. Оно у нас родилось в 1947 году, и инициатором его был наш выдающийся ученый, и тогда президент Академии наук СССР Вавилов. Вот с этого все началось, и действительно в прежние годы, еще в советские времена, звание лектора, оно было очень уважаемым, было на высоком уровне всегда. Но и сейчас, вот после возрождения, после новой инкарнации этого общества знания, работа развивается достаточно быстро и, я бы сказал, эффективно. Но уже 30 тысяч лекторов, охват аудитории, сколько сейчас говорили, 50 миллионов человек. 50 миллионов человек. Это уже кое-что значит. А уровень доверия к тому, что делает лекторский корпус общества знания, у граждан страны достигает 80%. Ну, это очень серьезно. И я хочу за это поблагодарить всех, кто организует работу общества знания. Почему? Потому что это значит, что подбор этих лекторов правильный. Это значит, что люди, когда их слушают, доверяют тому, что и как они говорят. Это очень важно. И что, и как тоже очень важно. И мне было очень приятно, я смотрю, здесь военнослужащие, сейчас только один из участников специальной военной операции рассказывал мне о своей работе уже в обществе знания. Это очень важно, что и наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми. Прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались, как они оценивают то, что происходит в стране и в мире в целом. Чрезвычайно важная вещь. Ведь когда я говорил, что для каждой российской семьи события Второй мировой войны, Великой Отечественной имеют значение, в том числе и потому, что каждую семью затронуло это. И уверен, что почти в каждой семье так или иначе вспоминают о своих предках, о бабушках, о дедушках, о прадедушках на конкретных примерах. Вот сегодня на конкретных примерах наших ребят, которые в зоне специальной военной операции воюют, защищают Отечество. Также и на конкретных примерах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны нужно рассказывать об этом.
тогда вот в этом случае это точно будет встречать доверие и понимание. Точно тогда затронет сердце и душу каждого человека, который соприкасается с этой информацией. Только вот от сердца к сердцу, когда передается на личных примерах, тогда это вызывает доверие. Это первое. И вторая очень важная вещь. Ведь когда нам с вами говорят, кто-то рассказывает о своих дедушках, бабушках, а мы, вы, я, все остальные, миллионы граждан России воспринимают это как часть самих себя. Но если мой отец, если мой дед, прадед был таким героем, значит, где-то в генах и у меня это есть, это значит, и я могу, и я должен. И вот это чрезвычайно важная вещь. И нам нужно сохранять это и в целом в масштабах страны, и на уровне каждой семьи. И тогда, без всяких сомнений, в любой сфере, в любой области мы будем достигать нужного нам результата и победы. Вот это хотел бы сказать в самом начале. Ну, пожалуйста, наверное, мы сейчас можем с вами поговорить о том, чем вы занимаетесь. Я, если смогу, с удовольствием прокомментирую, либо отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, помогать модерировать сегодняшнюю встречу мне будет лектор общества знания, студентка первого курса Санкт-Петербургского государственного университета Даша Дмитриева. Даша, тебе слово. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Да, сегодня на нашей встрече присутствуют и школьники, и студенты, и молодые деятели культуры, лекторы и наставники. Но независимо от возраста и сферы деятельности, нас объединяют любовь к родине и стремление сохранять память о подвигах наших предков и современников. Для меня эта тема тоже очень близка. Во время Великой Отечественной войны мой прадед Конырев Григорий Иванович единолично в рукопашном бою уничтожил 11 вооруженных нацистов. А когда он уходил на фронт, его дочь, моя бабушка, крепко уснула, и уже прощаясь на вокзале, он сказал своей жене: «Если сейчас наша дочь откроет глаза, я вернусь с войны». Поезд тронулся, и моя бабушка проснулась. И прадед, пройдя всю войну, вернулся домой. Мне кажется, что изучать историю Великой Отечественной войны нужно в первую очередь через истории семей. Они помогают заглянуть в сердце каждого из нас, как и произведения культуры. Совсем скоро выходит картина, посвященная героической обороне Брестской крепости. И сегодня с нами продюсер этого фильма, актер, народный артист России Владимир Машков, режиссер фильма Сергей Каратаев и Владислав Миллер, исполнитель главной роли. Владимир Львович, передаю вам слово. Спасибо большое. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, сегодня мы кратко расскажем о картине, которую подготовили к юбилею нашей Великой Победы. Но прежде всего я хочу сказать от всех нас, Владимир Владимирович, большое вам спасибо за ту огромную работу, которую вы проводите по сохранению памяти и правды о Великой Отечественной войне, и за то большое внимание, которое уделяете нашей замечательной, талантливой молодежи. Спасибо вам большое от всех нас. И мы старались сделать кино искренним, честным, захватывающим, оставив слово и замысел Бориса Васильева, нашего великого писателя, с его произведением в списках не значился. Мы очень хотим, чтобы зрители, посмотрев эту картину, разделили всю глубину переживаний наших героев. И вы очень точно сказали. Наверное, чтобы каждый молодой человек задал себе вопрос: а я бы так смог? Вот это, мне кажется, очень важным. В фильме принимали участие молодые артисты театра Олега Табакова и студенты нашей театральной школы. Они готовились очень самоотверженно и психологически, и физически. Посмотрели огромное количество материала, и эта история нас не отпускает. И сейчас мы готовим спектакль, который соединим вместе с кино, когда на экране будут показаны батальные сцены, чего нельзя сделать в театре, а живые артисты в живом плане будут
исполнять драматические сцены. Мы с нетерпением ждем премьеры в июне. А сейчас мы хотим вам показать некоторые фрагменты нашей картины, чтобы вы составили себе впечатление. Спасибо большое. Назовите ваше звание и фамилию. Назовите ваше звание и фамилию. Это точно Брест? Крепость, значит, прямо по каштану и упрешься. Немцы войну готовят. Да ведь ТАСС официально заявил. Голову берегите. Я лейтенант Плужников, только что прибыл, в списках не значит. Здравия желаю. Только вперед. Любой ценой. Война это, товарищи! Война! Немцы кругом. Как только кончится война, я тебя приглашаю в гости. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Завтра я разведаю дорогу и выведу тебя в город. А сам? Сам вернусь. Вы будете уничтожены! Держимся. И вот тебе мой последний приказ. Выживи, назло им выживи. За нас всех. Мы вчера, когда были в Волгограде, по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко говорили об этом. Он как раз мне сказал о том, что посмотрел этот фильм, вас очень благодарил за эту работу. И вижу, что не зря есть за что. Действительно, вот я, когда мы начали встречу, сказал о том, что информация о героических днях Великой Отечественной войны должна быть пронзительной и достоверной, правдивой, и тогда она будет доходить до сердца. Конечно, вот такие произведения искусства, это, безусловно, произведения искусства, они и работают на эту цель, и работают именно таким образом, о котором я сказал. Тем более, что вот, книги Васильева, они известны хорошо, и благодаря этим книгам появились и произведения киноискусства, «А зори здесь тихие», по-моему, да, «Завтра была война» там, и так далее. Ну, целая плеяда наших писателей того времени, включая Шолохова, написали такие вещи, которые и до сих пор составляют такую золотую часть нашей литературы. Должен сказать, что ведь, смотрите, все, что мы знаем о нашей истории, оно, конечно, из учебников к нам идет, оно изучается и может изучаться специалистами, историками, но широкая публика, она знакомится с этими событиями благодаря творчеству наших выдающихся писателей, кинематографистов, музыкантов, художников, потому что, ну вот сейчас мы говорим о писателях, включая Васильева, но, скажем, период Отечественной войны 1812 года подавляющее большинство откуда знает об этих событиях? От Льва Толстого «Война и мир».
Бородино Лермонтова. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром» и так далее, и так далее. Все со школы это помнят. И это вызывает интерес к самим событиям. Поэтому это чрезвычайно важно, вот чтобы деятели искусства всегда были рядом с этими событиями и доносили до нас все, что связано с героическими страницами нашей истории. И то же самое с музыкой, она может быть первопричиной, вернее, толчком к изучению. Но я имею в виду, скажем, знаменитую Ленинградскую симфонию Шостаковича. Потом по ней уже и фильмы снимают, о ней, вернее, об этой музыке, о том, как она возникла, при каких обстоятельствах и так далее. Поэтому очень важно, чтобы деятели искусства и сегодня в разных сферах работающие, в разных жанрах, чтобы они обращались к этой теме. Конечно, наша жизнь не состоит только из этого. Она гораздо разнообразнее, она гораздо более насыщенная, и палитра красок там самые разные, имею в виду и мирную ее часть составляющую. Здесь у нас и в мирной жизни очень много интересного, важного, и того, чем мы можем гордиться в прежние времена, чем мы гордимся сегодня, и, уверен, будем гордиться в будущем. Но вот вещи, связанные с героическими страницами, чрезвычайно важны. Как я уже сказал, это, безусловно, очень важная составляющая нашего внутреннего мира. А внутренний мир каждого конкретного человека и всех вместе, по сути дела, это и есть то, что мы называем Россией. Потому что Россия – это люди, а не просто территория. Так что вам спасибо большое. Мы обязательно посмотрю целиком этот фильм. А сейчас я бы хотела передать слово Артему Жиляеву. Он представляет династию экскурсоводов школьного музея в городе Иваново. Династия экскурсоводов? А у вас и мама, там, и папа, кто занимается? Сейчас расскажу. Пожалуйста. Вечер добрый, Владимир Владимирович. Меня зовут Жиляев Артем. Я представитель Детского общественного совета Школьного музея Победы из города Иваново. В нашей школе номер 29 был открыт музей в 1967 году полка Нормандия Неман. В нем расположены личные вещи французских летчиков самой эскадрильи, вещи, экспонаты 18-го гвардейского истребительного авиационного полка, а всего в нашем музее более 2500 экспонатов. Также 19 мая у нас будет открыта временная выставка, посвященная личным вещам Георгия Жукова. Я сам являюсь представителем династии Жиляевых. Мой дядя более 35 лет назад был экскурсоводом, а мой дедушка Сергей более 50 лет назад был экскурсоводом. Я предлагаю вам такую инициативу – разработать программу всероссийского уровня по поддержке кураторской деятельности, созданию школьных музеев на базе школ. А самые лучшие музеи могли бы представить свои выставки, а может быть целые экспозиции на региональных площадках. Будто бы это краеведческие музеи региона, либо же мультимедийные площадки «Россия. Моя история», либо же Музей Победы. Мы будем очень благодарны за одобрение этой инициативы и поддержку. Спасибо. Вам спасибо за вашу работу и вашим близким людям. Хочу сказать, что школьные музеи – это вообще-то давняя традиция в России. По-моему, первый школьный музей возник где-то в Сибири, в Иркутске, в XVIII веке. Это 1700 какой-то там год, уже точно не помню. То есть традиция очень такая с корнями, с историческими. И это очень важно. Безусловно, надо поддерживать, потому что и попрошу коллег из правительства сделать все, чтобы тоже вам помочь. И таким людям, как вы, которые занимаются этим видом деятельности. Очень важно и обобщать, и эти обобщения делать из конкретных вещей, которые связаны с малой родиной. Вот с городом, с поселком, с республикой, с краем и так далее, с областью. Потому что это делает нашу общую историю более зримой и предметной, и понимаемой для каждого конкретного человека, проживающего в конкретном населенном пункте. Так что очень здорово.
хочу вас поздравить с таким выбором, с такой находкой, и сделаем все, чтобы вам помочь. Кстати, вы упомянули о том, что первоначально там 1967 год, да, начало работы, и связано с Нормандией Неман. Да? Вот любопытно, ведь, смотрите, сейчас попробую мостик перекинуть. Связано это с Нормандией Неман. Ну, наверное, подавляющее большинство знает, что это такое. Так, французские патриоты во время Второй мировой войны, несмотря на поражение Франции, переехали в Советский Союз и воевали вместе с нами, и так назвали свою боевую эскадрилью «Нормандия Неман». Часть французских патриотов сражалась в партизанских отрядах, которые назывались «Маки». А часть вот на фронтах Великой Отечественной войны вместе с нашими бойцами. Были и другие люди в Европе, в той же Франции. Был такой маршал Петен, по-моему, который, в принципе, согласился с тем, что его родина оказалась повержена, и практически сотрудничал с гитлеровской Германией, формировал подразделения, которые воевали под Сталинградом потом и так далее, в других местах. Сейчас не будем вдаваться в детали, потому что это сложная страница в истории Франции. И кто-то считал, что он правильно сделал, чтобы сохранить французов как этнос, как нацию. Кто-то называли его предателем. Ну, после войны он так с этим закончил, как предатель. Но сейчас не будем вдаваться в детали. А важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности. И люди, которые вместе с нами. И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, Нормандия Неман. Владимир Владимирович, вы сказали о способах донесения информации. Мы понимаем, как важно, чтобы молодые ребята сами делились друг с другом фактами из истории нашей страны. Я хочу передать слово Виктории Агаповой, победителю проекта «Хранители истории» и блогеру. Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Виктория Агапова, город Тамбов. Я являюсь двукратным победителем всероссийского конкурса «Большая перемена. Вызови, помни» и автором исторического блога, посвященного событиям и героям Великой Отечественной войны. Мой прадед Болдырев Александр Иванович был героем Советского Союза. Он защищал нашу страну от немцев в Украине и Белоруссии. Он был не только смелым, но и находчивым солдатом. Однажды Александр Иванович спас подбитую самоходную установку своих боевых товарищей, применив при этом очень нестандартный способ. Из своего комбинезона он сделал чучело, по которому немцы открыли огонь. В тот же миг Александр Иванович бросился к подбитой машине и угнал ее к своим, тем самым спас своих друзей. И таких подвигов на пути моего прадеда было достаточно большое количество. Именно они вдохновили меня на создание патриотического сообщества, где я рассказываю молодому поколению о героях войны и их достижениях. Я понимаю, что рассказывать подрастающему поколению о войне и об исторических фактах нужно на языке молодежи, чтобы им было понятно и интересно. Но для меня это составляет сейчас самую большую сложность. На ваш взгляд, как нужно рассказывать молодому поколению нашей страны о войне, об исторических фактах, об истории наших предков, чтобы их заинтересовать в изучении истории? Вика, а вы откуда узнали эту историю про вашего прадеда? Семья. Мама мне рассказывала, потому что прадед дожил до времени, когда родилась моя мама, и она рассказывала, как вот в деревню он приезжал. Да, ее дедушка. Вот видите как. Ну, мы уже говорили об этом, я уже упоминал, что очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается эта информация. Вот видите, вы сейчас сказали, мама мне рассказала. Вы маму свою любите, она любит вас, здесь сомнения нет, это видно сразу, и вы ей доверяете. Мне моя мама рассказывала.
немного, очень немного, тоже о некоторых эпизодах времен войны. Ну, всем хорошо известно, они едва выжили, я уже говорил об этом, во время блокады и в то время, когда отец воевал на фронте. И ребенка потеряли там маленького. И вот когда говорят люди, которым ты абсолютно доверяешь полностью, то это, разумеется, доходит вот до сердца, как я говорил, и вызывает желание и самому что-то сделать для того, чтобы закрепить вот эти знания, закрепить эту важную информацию и передать дальше. Поэтому вот самый верный способ – это вот то, что происходит в наших с вами семьях, когда от родителей к детям, от детей дальше, и к их детям, и так далее, и так далее. Через поколение. Через поколение, совершенно верно. Вот, это самая важная вещь. Правдивость, достоверность информации. Ну и важно, конечно, еще и способ донесения этой информации. Вот мне родственники передали письмо моего дедушки, которое он писал, я уже тоже публично об этом говорил, во время войны писал своему сыну, который был в действующей армии. Вот. Ну, во-первых, он писал с ошибками. Он деревенский человек, крестьянин, там в каждом предложении по 10 ошибок. Но что меня задело даже, понимаете? Он к своему сыну обращается на «вы». Дорогой там, Иван Иванович, дорогой Иван Иванович. И потом рассказывает о том, как погибла его жена, то есть мама вот, его сына. Шла перестрелка, там ей пуля попала в нее в живот, и она у него на руках умирала, у дедушки. И когда умирала, сказала, знаете, вот я тоже об этом говорил, повторю еще раз, потому что это очень важно, это характерная черта очень многих наших людей, вне зависимости даже от национальности, просто у российских людей, русских в том числе. Она понимает, что умирает, а ему говорит, это он все в письме пишет, не плачь, не расстраивай меня. Умирая, думает о нем. Ну, представляете, это невероятно просто. Ну, невероятно. Вот. А в конце вывод. Бей этих гадов. Ну, вы понимаете, это вот мотивация была какая. Значит, это он к сыну своему обращается и так далее. Там много бытовых вопросов, связанных с хозяйством и так далее, ну, которые как бы, ну, не являются сущностным в данном случае. Но в целом, вот когда вот такие вещи и в семье берешь, вот я взял, прочитал, я даже, понимаете, я же взрослый человек, я в школе учился, в университете, я работал в специальных службах, в разведке работал почти 20 лет. Вроде я информированный человек. Мне казалось, что я все знаю. Но когда я письмо взял, начал читать, я по-другому начал смотреть на происходившие тогда события. По-другому. Я как бы осознал вот ткань происходивших тогда событий. Понял, как люди жили, чем жили, как они чувствовали, о чем говорили. И вот эта неприходящая истина, она самая главная. Вот ее и надо доносить. Ну, конечно, очень важно, если это речь идет о таких способах распространения информации в широком смысле, то очень важно, чтобы она была, чтобы эта работа была талантливой, так вот, например, как фильм, отрывок из которого мы сейчас видели, или произведение музыкального искусства, изобразительного искусства. Ну а как я делаю, как мы делаем, вот так же, как у вас в семье, и у меня все так же происходит. Как у всех. Спасибо большое. Да, действительно, особенную связь с прошлым мы чувствуем благодаря нашим предкам, их воспоминаниям, тем, что нам от них остается. Но особенную связь с военным прошлым ощущают те, кто стоит и стоял на страже Родины. Заместитель командира роты, гвардии старший лейтенант Сергей Лобанов, не только защитник Родины, но и член Союза писателей России и поэт. Товарищ Верховный Главнокомандующий, здравия желаю. Для меня большая честь и радость присутствовать на этой встрече.
Сейчас мы все посмотрели отрывок из кинофильма, снятого по повести Бориса Васильева. И я уверен, что среди нас никто не остался равнодушным. А все почему? А потому что в этом произведении есть правда. Настоящая окопная солдатская правда, которую невозможно придумать. Ее нужно пережить, участвуя непосредственно в боях. Знаете, очень точно об этом написал поэт-фронтовик того времени Сергей Орлов. Такие строки. «Я порохом пропахнувшие строки из-под обстрела вынес на руках». Очень радует, что эта правда присутствует и в произведениях современных писателей, таких как герой России Максим Бахарев, Олег Рой, Алексей Пресноков, Алексей Шорохов и многие-многие другие. Это всего лишь часть имен того большого пласта талантливых творческих людей, которые рождаются в это трудное, непростое для России время. Товарищ Верховный Главнокомандующий, мы готовы выполнять любые поставленные вами задачи не только на фронте, где происходит добыча желаемого посредством оружия, но и на фронте культурном. Исходя из этого, прошу вас рассмотреть возможность создания программы развития для участников и ветеранов специальной военной операции в сфере культуры и искусства. Спасибо. Вам спасибо большое за то... Садитесь, пожалуйста. Вам спасибо за то, что вы делаете и делали и в рамках специальной военной операции, и сейчас, за ваше творчество. Сколько было вот таких случаев во время Великой Отечественной войны? Да, советское руководство, кстати, старалось беречь наших деятелей искусства, отправляли их и в... Спасибо. Отправляли их и в эвакуацию и так далее. Ну, это всем хорошо известно. Многие, тем не менее, сами добровольцами уходили на фронт и погибали. Совсем молодые люди. Некоторые из них одно-два произведения написали за всю свою жизнь. И тогда их читаешь, знакомишься. Некоторые в песни легли, как народные песни. Вот. Слова народные. На самом деле они имеют авторов, и, к сожалению, уходили из жизни, погибали на фронтах. Потому что деятели культуры – это тоже часть нашего народа, которые живут вместе с народом, борются вместе с народом и добиваются побед вместе с народом. И способствуют достижению этих побед, потому что творчество, оно вдохновляет людей. Вот сколько было замечательных песен родилось во время Великой Отечественной войны. Песен, которые мы до сих пор поем. Причем делаем с удовольствием. И фильмов, и произведений живописи, и музыки, и так далее. Вы знаете, ведь все это рождалось, потому что люди творческие сталкивались с абсолютно уникальными ситуациями в жизни. И это побуждало их высказываться, писать, или вот музыку писать. Я думаю, что каждый знает: переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. И вот и слова, кому слава, а кому темная вода. И сразу бум, образы рождаются в голове. Так важно. И поэтому, конечно, все сделаем для того, чтобы поддержать таких, извините, я скажу, таких ребят, как вы, талантливых, молодых, заряженных на помощь стране, помощь тем людям, которые рядом с нами, и которые не только с помощью оружия, а и с помощью своего таланта приближают победу. Спасибо. Обязательно об этом подумаем. Ладно? Спасибо, товарищ Верховный Главнокомандующий. Вам спасибо большое. А сейчас я хочу передать слово еще одному молодому таланту, моему коллеге, лектору, с которым мы когда-то бок о бок выступали на конкурсе «Знание лектор», Михаилу Доманину. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня
зовут Доманин Михаил, мне 17 лет, и я родом из Челябинска. Я тоже лектор, как и ранее упомянула Дарья. Я историей увлекся во 2 классе, когда случайно наткнулся в интернете на серию фильмов о Великой Отечественной «Великая война». Я с удовольствием рассказывал об этом своим сверстникам, даже старшим ребятам. И еще больше открытий для меня произошло, когда я узнал о конкурсе «Знание лектор». Я прошел конкурс, составил свою первую лекцию, и теперь у меня есть наставник из числа лекторов знания, Станислав Аманов. Он тоже историк, и знаете, мы общаемся с ним как коллеги. И я тоже горжусь, что я лектор, горжусь, что я твердо следую заветам Сергея Ивановича. Но, на мой взгляд, большая часть труда лектора всегда остается за кулисами. Ведь за каждой лекцией, по сути, часы настоящей подготовки и искренней увлеченности работы просветителя. И вот о чем я подумал. Лектора можно сравнить с донором. Но если донор спасает жизни физически, то лектор делает это на ментальном уровне. Он спасает наш ум. Как вы отметили, привносит знания в наше сердце, делает их частью нашей души. На мой взгляд, важно отметить тех людей, кто достигает огромных успехов в этом деле. Но на общегосударственном уровне пока нет наград, что отражали бы такой труд. Скажите, насколько возможно, чтобы появилось звание или награда для проводников настоящих знаний? Например, заслуженный просветитель. Спасибо. Хорошая идея. Не добавить ничего. У нас много званий заслуженный деятель такой сферы, такой. Но это очень важная сфера деятельности. Значит, как я уже сказал, 30 тысяч человек сейчас работает только в системе общества знания. Да, а на самом деле гораздо больше. Вот вы наставника своего упомянули. Еще раз скажите, кто это? Станислав Аманов, он историк. Да, сколько ему лет? Ну, приблизительно, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, еще не у грации в отпуску и у любви в отставке. Ну, да. Значит, он взрослый человек уже, историк. Да. Да. А вы заметили, что вы сказали, нет? Когда говорили о себе. Вы сказали, он тоже историк. Меня это очень порадовало, потому что вы считаете себя... Вам сколько лет? 17. 17. Видите, вы совсем молодой человек, но вы считаете себя историком. И я сейчас не хочу давать оценку вашим знаниям, вашим достижениям в этой очень важной науке. Но то, что вы считаете себя историком, это уже здорово. Это уже победа вашего наставника. Это здорово. И надеюсь, что вы дальше будете как минимум интересоваться этой сферой деятельности, сферой науки, и внесете свой вклад в развитие истории. История – это наука не о прошлом, это наука о будущем. Это очень важная составляющая нашей жизни. Вот, я хочу вам пожелать успехов. Спасибо вам за идею. Мы постараемся ее реализовать. Спасибо. Наши соотечественники за рубежом сегодня как никогда ощущают необходимость сохранения исторической правды. Я хотел бы передать слово координатору движения «Бессмертный полк» в Испании Виктории Самойловой, одной из тех, кто не побоялся выступить в защиту своей страны. Виктория. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Виктория Самойлова, координатор «Бессмертного полка». Буэнос-Диос, да? Правильно? Правильно. В Испании. Ой, извините, разволновалась. У нас действительно в последние годы наш бессмертный полк в Испании один из самых крупных в Европе. Вообще международное движение бессмертного полка зародилось в 2013 году, и акция очень быстро начала распространяться по миру, потому что люди в ней чувствуют единение и напоминание общего исторического прошлого, в котором и состоялась та великая победа против нацизма. В последние годы наши координаторы испытывают огромные препятствия. Но, несмотря ни на что, благодаря их смелости, их мужеству, бессмертные полки проходят по всему миру и в разных форматах. И часто это становится возможным в том числе благодаря местным жителям. Например, в Испании в прошлом году в одном из городов был отказ в проведении акции, и испанцы от своего имени быстренько организовали мотопробег, и таким образом мы смогли провести портреты наших героев, и в том числе героев испанцев, которые сражались в рядах Красной Армии, и Знамя Победы, естественно.
В начале апреля здесь, в Музее Победы, мы встречались с координаторами Бессмертного полка из 52 стран и запланировали масштабное проведение празднования акции по всему миру, более чем в 100 странах мира. Мы будем и дальше прилагать все усилия по сохранению исторической памяти. Уважаемый Владимир Владимирович, у наших координаторов есть мечта встретиться с вами, рассказать о своей деятельности. Она непростая, особенно в последние годы. И лично поблагодарить вас за поддержку в деле сохранения справедливости и исторической правды. Я очень надеюсь, что такая встреча состоится. Прежде всего, Виктория, хочу вас поблагодарить за то, что вы уделяете свое время и даже боретесь за то, чтобы продвигать то, что считаете верным, то, что составляет ваше убеждение, внутренний мир, а именно объективные знания о Второй мировой войне в Европе. Вы живете в Испании, да? Да. Вот. Садитесь, пожалуйста. И в Испании. В Европе в целом очень много людей, которые разделяют нашу позицию. Очень много. Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так, чтобы их особенно не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения. И даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть. Это своя собственная точка зрения. Это происходит по очень многим соображениям. Вот эта ситуация, которая создалась сейчас в европейских странах. Сейчас не будем вдаваться в детали, это потребует отдельной встречи, об этом много могу говорить. Хочу только сказать, что, как уже говорил применительно к Франции, повторяю, был там такой деятель, маршал Петен, но были и другие, такие как генерал де Голль. Хотя маршал, он был героем Первой мировой войны, но в отношении ситуации, которая сложилась после поражения Франции, он повел себя по-другому. Он практически превратил часть Франции в сателлита фашистской Германии. Но были и такие, как не маршал, но генерал де Голль, который создал движение «Непокоренная Франция», который создавал все условия для борьбы. То же самое было и в Испании. Мы очень хорошо знаем период 30-х годов, когда испанский народ боролся против прихода к власти фашистской диктатуры. Мы очень хорошо знаем, с чего все началось, с известного сообщения по радио «Над всей Испанией безоблачное небо». Начался переворот нацистский. Но очень многие испанские патриоты тогда боролись, а Советский Союз помогал бороться с нацизмом в Испании. Сейчас ситуация, она сложнее даже, чем тогда. Тогда было все яснее, белое и черное, или коричневое, там, скажем, красное и коричневое. А сейчас может быть сложнее. Но тем более важно, когда такие люди, как вы, понимают, первое, происходящие события, а во-вторых, имеют смелость, мужество ясно об этом заявить. И у меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся, это безусловно, в том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые родились и выросли в Испании. А некоторые из них родились испанцы, родились и выросли в Советском Союзе. Это дети как раз тех семей, которые в годы гражданской войны перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться. Но очень важно, что даже в сегодняшний очень непростой момент есть, повторяю, такие люди, как вы, которые имеют мужество заявить о своем отношении к происходящим событиям сегодня и тем более дать оценку тому, что происходило во время Второй мировой войны.
Что касается встречи, с удовольствием это сделаю. Надо просто подобрать время, формат. И передайте самые наилучшие пожелания всем, кто вместе с вами занимается этим благородным делом защиты правды о Второй мировой войне. Спасибо вам большое. Владимир Владимирович, среди нас есть ребята, жизнь которых сильно преобразилась после возвращения их родных регионов в состав нашего государства. Я хочу передать слово Ольге Пашинцевой, активисту движения первых из Донецкой Народной Республики. Добрый день, меня зовут Пашинцева Ольга, мне 17 лет, я из города Торез, Донецкой Народной Республики. Я волонтер-экскурсовод школьного музея боевой славы. Владимир Владимирович, хочу выразить вам огромную благодарность. После воссоединения с Россией наша жизнь молодежи значительно преобразилась. Стали доступны новые возможности, различные проекты, поездки и знакомства с ребятами со всей страны. Я уже успела побывать в Артеке, в Смене и стать участником флагманских проектов движения первых. Также после воссоединения, благодаря шеф-регионам, преобразились города и школы. Более того, в каждой школе есть тематические пространства, зоны, где ребята могут узнать об общественных организациях, конкурсах, проектах, а также благодаря QR-кодам сразу же в них зарегистрироваться. Но пообщавшись с ребятами из других регионов, к сожалению, я узнала, что такие тематические зоны есть не во всех школах. И думаю, было бы здорово, чтобы такие пространства появились во всех школах России. Оля, прежде всего, садитесь, пожалуйста. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за то, что вы работаете в школьном музее. Это первое. Надеюсь, вы там не одна, там наверняка ваши сверстники, соученики, школьные товарищи. Это очень важно, потому что вы, сами при хорошем деле, и, вы помогаете другим, вашим сверстникам, получить нужную информацию. Очень важно для так называемых наших исторических, новых регионов. Потому что вы еще совсем молодой человек, но тем не менее наверняка все это еще сохранилось в памяти, что было, когда к власти пришел этот режим, который сейчас еще управляет в Киеве, и как насаждались вещи националистического характера. Национализм – это первая стадия к нацизму. Это первый шаг – национализм. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Вот в чем суть национализма. Патриотизм – это совсем другое дело. Любить свою родину – это не значит ненавидеть других. А национализм подпитывается именно этим. Ненавистью к другим странам и к другим народам. А наша с вами задача – воспитывать самих себя и весь окружающий нас мир в любви друг к другу. Именно в любви друг к другу. В этом основа мироздания. Даже если мы видим, что рядом с нами происходит нечто такое, что требует нашей оценки, делать это нужно прежде всего самым объективным образом, основываясь не на каких-то фобиях, а на реальных фактах. И вот когда вы в школьном музее эти факты излагаете, когда вы их систематизируете и грамотно, красиво подаете, в том числе не только с помощью рисунков, документов, что очень важно. Важно, чтобы информация была объективной, но, может быть, еще с помощью каких-то современных средств передачи информации. Так, чтобы было интересно вашим соученикам, вашим школьным товарищам. Вот тогда вы будете достигать максимального эффекта. Что касается этих пространств, о которых вы сказали, я полностью с вами согласен. Здесь это очень важно, чтобы все было на глазах, на виду. И действительно, но там, где это возможно, наверное, не везде еще это возможно, в том числе в Донецкой Народной Республике, в Луганской, в Запорожской области или в Херсонской, но там, где это возможно, конечно, нужно делать. Но не только здесь, а в целом по стране. В целом по стране, конечно, эти пространства нужно использовать с максимальной пользой.
И с точки зрения патриотического воспитания, и с точки зрения просто донесения какой-то полезной информации для людей, которые в этом пространстве живут, проводят значительную часть своей жизни. А школьники сегодня в школах проводят большую часть, наверное, особенно если иметь в виду внешкольные занятия, внеклассные занятия, то большую часть дня проводят там. Поэтому это очень важно. Обязательно об этом поговорю с министром просвещения. Спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо за идею. Владимир Владимирович, сегодня многие из нас поделились историями своих предков, о представителях своего рода. И в нашей стране живут люди, для которых понятия «род» и «родина» не просто так имеют общий корень. Я хочу передать слово Елене Виноградовой, представителю Комитета семей воинов Отечества. Добрый день, Владимир Владимирович. Сегодня столько прозвучало историй о наших предках. Как же они похожи на истории наших мужей и сыновей. Комитет семей воинов Отечества большое внимание уделяет патриотическому воспитанию. Мы – нация победителей. Нам столько лет пытались внушить, что великая наша победа – это заслуги прошлого, да, а потом вообще мы услышали о том, что и победа-то не наша. Кто нам это вещает? Нация проигравших. За весь этот период проигравших по всем фронтам. И мы видим, что там происходит. И даже и благодаря этому мы, матери и жены, хоть нам и бывает тяжело, но мы понимаем о важности, понимаем важность, значимость и своевременность проведения специальной военной операции. В моей семье тоже есть герои. Один из них – Романов Николай Романович, мой дедушка, участник Великой Отечественной войны. 18 наград. Первую он получил в 18 лет, медаль за отвагу. Мой дедушка прожил долгую и счастливую жизнь и написал собственноручно напутственную биографию своим правнукам. Там такие строки. «Дорогой правнучек, будь достоин памяти своего дедушки Николая Романова. Храни и береги честь и достоинство нашего рода». Мой сын исполняет заветы своего прадеда. Он участник специальной военной операции. Как и дедушка, он артиллерист. Выполняет боевые задачи с 22 года на Запорожском направлении. Глядя на связь поколений, в нашей семье родился проект. Называется он «Помню твой подвиг, родной, дед у меня за спиной». Этот проект уже стал народной акцией, и тысячи семей со всех уголков нашей страны поделились своими историями. Я взяла с собой образец, чтобы показать хотя бы... Владимир Владимирович, вот... Сейчас... Дело в том, что для нас, семей воинов Отечества, очень важно, чтобы он получил развитие, транслировался в образовательных учреждениях, телевизионных форматах, потому что мы будем делать все, чтобы наши будущие поколения не стали Иванами, не помнящими родства, как происходит сейчас там. Забыли все. И род забыли, и героических своих дедов. Вот. Поэтому поддержите наш проект. Обязательно. Сейчас я два слова скажу. Да, ага, спасибо. Оставьте. Значит, что хотел бы сказать. Ну, очень важно то, что вы сейчас, о чем вы сейчас заговорили. И я тоже уже упоминал об этом в ходе нашей встречи. Но вот эта связь поколения, она имеет принципиальное значение. Это очень важно, что мы чувствуем. Вот еще раз скажите, как там дед за спиной, как это звучит? Помню твой подвиг, родной, дед у меня за спиной. И мы видели, простите, на экране, вы видели за спиной у того бойца стояли его товарищи, а у нас стоят родные деды. И в одном строю продолжают битву с нацизмом своих дедов. Точно, абсолютно. Очень хорошая идея и проект замечательный. Обязательно поддержим. Я посмотрю, как это сделать, с какими способами, где, чего, как. Ну, обязательно. Потому что вот эта живинка, она имеет принципиальное значение. Вот это и работа вот в таком формате
как правило, приносит максимальный результат. Вот. Теперь, что по поводу, вы сказали, что пытаются извратить историю нации, проигравшие нации. Если позволите, я два слова на этот счет скажу. Вот девушка Вероника, да, из... Виктория, да, Виктория из Испании. Здесь мы говорили про Францию, можно сказать про другие страны. Постоянно звучит у нас, звучит Германия. Вы знаете, перед Великой Отечественной войной, перед Второй мировой войной у нас с Германией были очень хорошие отношения. И это все носило идеологический характер, но Компартия Германии была одной из самых мощных политических сил в Германии после Первой мировой войны и Веймарской республики, потом и в целом. И у них были очень устойчивые связи с Советским Союзом. Вот они были первыми жертвами нацизма. И потом на протяжении многих лет, на протяжении Великой Отечественной войны, у нас была устойчивая опора на вот эти силы, которых, конечно, уничтожали и во многом уничтожили. Вот известная группа, на которой опиралась наша разведка, значит, Красная Капелла. Ее представители работали во всех органах нацистской Германии, даже в гестапо. Это вот люди, которые, как один из историков писал, беззаветно служили своей идеологической родине, Советскому Союзу. А когда война началась, ну, конечно, настолько было все остро, и все было на грани выживания страны и нации, или наций, которые составляли тогда Советский Союз, что тогда, конечно, появились и другие жесткие лозунги, в том числе на плакатах «Убей немца». Вот прямо в плакатах везде. Потому что так стало все жестко, что это потребовало и вот такой жесткости в пропаганде. Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства, конечно, здесь возникают некоторые ассоциации. Никуда от этого, к сожалению, не уйти. Но я бы, конечно, вот то, что вы сказали, правда. Это проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить. Сейчас скажу почему, но думаю, что и так всем понятно, тем не менее. А мы, безусловно, нация победителей. Нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю нация, имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно. Но я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей. И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, которые в Европе, в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много. И надо объединять наши усилия. Но, конечно, стержнем, основой или в основе победы лежат, конечно, подвиги нашего народа прежде всего. И мы, будучи русскими, татарами, евреями, не знаю, там, мордвой, ну, кем угодно, чеченцами, дагестанцами, мы должны прежде всего, конечно, говорить об этом. Почему так настойчиво кто-то из другого интернационала, из коричневого интернационала, поддерживает неонацизм и пытается, в данном случае на Украине, пытается и у нас растворить память о подвигах нашего народа, о подвигах наших предков, дедов и прадедов. Почему? А потому что это вычищение памяти исторической нас растворяет самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа. У народа, у которого нет прошлого, у него нет и будущего.
И вот эта вот попытка растворить нас всех вот в каком-то аморфном состоянии, она, эта попытка не случайна. Это целенаправленная работа против, в данном случае, против нашей страны, против России, против народов Российской Федерации. А вот ваша работа и ваш проект, безусловно, направлен на то, чтобы помешать этим атакам, а наоборот укрепить наше единство, укрепить наше самосознание, нашу идентичность, а значит и внутренний суверенитет. Обязательно поддержим ваш проект. Спасибо вам большое. Большую часть исторической правды хранят архивы, и я хочу передать слово Артему Белоглазову, профессиональному историку, который умело работает с архивными документами. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Белоглазов Артем, я историк, занимаюсь историко-архивной экспертизой и давно участвую в проекте «Без срока давности». Меня волнует очень важный вопрос. Проблема признания геноцида советского народа на международном уровне. В нашей стране прошло 34 судебных процесса, которые признали преступления нацистов на оккупированной территории СССР геноцидом советского народа. Рассекречено огромное количество документов, которые подтверждают чудовищный характер войны, которую вела против нас нацистская Германия. Однако очень часто на международном уровне можно услышать, что систематическое уничтожение наших соотечественников не является геноцидом. Например, блокада Ленинграда, спланированный немцами акт геноцида, в ходе которого погибло более 1 миллиона советских граждан, преимущественно от голода. На иностранный язык переводится как «осада города», что в корне подменяет суть данного преступления. Мы с коллегами из Национального центра исторической памяти подготовили выставку «Блокада Ленинграда. Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны», где назвали вещи своими именами. Она экспонировалась в Москве, в Санкт-Петербурге, на территории Пискаревского кладбища, а также на международном уровне, в частности, в Совете Безопасности ООН, и будет открыта в Женеве, чтобы показать, через что на самом деле прошли наши соотечественники. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы отвечаете на попытки других стран переписать историю Великой Отечественной войны? И как на уровне молодого поколения противодействовать фальсификации истории? А также какие перспективы признания геноцида советского народа на международном уровне вы видите? Во-первых, мы с вами опираемся на решения и выводы Нюрнбергского процесса. Там все, в принципе, названо своими именами. Пытаются это забыть, заглушить, затушевать. Ну, вот на уровне официальных наших органов власти, Министерства иностранных дел, эта работа проводится постоянно. Но, вы знаете, это, безусловно, может и будет иметь успех только в том случае, если вот такие люди, как вы, те, кто собрались здесь сегодня, и ваши единомышленники по всей стране, будут постоянно эти вопросы поднимать. И это не пустая работа, это не поиск врагов в прошлом, это способ донести до нас самих и до наших людей, и до всего мира реалии происходивших тогда событий. Потому что эти реалии во многом объясняют наше поведение сегодня. Это очень важно. Это имеет практическое значение, могу вам точно сказать, потому что мы слышим, и я иногда слышу от своих зарубежных коллег, даже тех, которые, так мягко говоря, не симпатизируют тому, что мы делаем, защищая свои интересы. Они говорят, ну да, конечно, ну вот Советский Союз и советские люди так пострадали. Ну, конечно, вы имеете право думать о защите своих интересов и обеспечении своей безопасности сегодня и на длительную историческую перспективу. Это имеет значение в практическом плане. Поэтому мы с вами будем заниматься этим и по линии государства, и по линии общественных организаций, поддерживая вот такие проекты, о которых сейчас только было сказано, ну и все то, о чем мы здесь с вами говорим. Вот вместе. Только вместе добьемся нужного результата. Будем работать. Спасибо. Угу. Владимир Владимирович, мы видим, что сейчас, как и в годы Великой Отечественной войны, вся страна помогает фронту. Я считаю, что желание помогать — это черта, которая лежит не просто в культурном коде, а в генетическом коде нашего народа. Я хочу передать слово Ангелине Ужиковской, волонтеру и студентке Курского государственного университета.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. В первую очередь хочу поздравить нас всех с долгожданным освобождением Курской области от оккупации военных формирований Украины. Спасибо вам большое за всестороннюю государственную поддержку временных переселенцев. Я сама с первого дня вторжения вместе с командой Молодой гвардии Единой России помогала пострадавшим жителям. Мы работали в пунктах временного размещения, в гуманитарных центрах, на складах. Волонтеры со всей страны приехали в Курскую область на помощь. Часть из них занималась крайне важной и опасной работой. Они помогали эвакуировать мирное население из оккупированных территорий. К сожалению, не все они вернулись. Владимир Владимирович, волонтерская деятельность в Курской области стала символом единения народа. Поэтому прошу рассмотреть вопрос о создании в моем родном регионе мемориала, посвященного волонтерам специальной военной операции. Спасибо. Прежде всего хочу поблагодарить вас и всех, кто с вами вместе работал в это непростое, и работает до сих пор в это непростое время, оно не закончилось. Да, вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям, по каким-то, они в подвалах каких-то еще сидят. Мы слышим, что говорят, просят эвакуации. Ну, и сейчас не буду вдаваться в детали. Эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по 2-3 человека, повторяю, где-то в перелесках сидят, там, в норах каких-то, вот, в полной изоляции. Вот. Кстати говоря, им сдаться предлагают. Некоторых взяли в плен, направили назад, туда, где сидят их сослуживцы, с предложением сложить оружие. Не единичный случай, вот буквально несколько дней назад. Но что касается волонтеров, то это все-таки, знаете, это так же, как поисковики вот работают, и волонтеры, это во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело какой-то особый характер. У нас все-таки особые люди, у нас вот молодые такие совсем только начинающие жизнь люди так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что себя не жалеют. И я вот хотел бы обратиться прежде всего к вам, и, надеюсь, услышат меня и ваши товарищи, все-таки проявлять максимальную осторожность. К сожалению, я знаю об этом, есть и потери среди волонтеров. Сделаем все, чтобы вас поддержать. И вы предложили мемориал создать? Так и сделаем. Спасибо большое. Вам спасибо. Владимир Владимирович, я знаю, у вас очень плотный график. Есть ли время еще одного участника, может, послушать? Есть? Последнего. Давайте, там что вас уже дергают за рукав, да? Ну, давайте. А сегодня с нами молодой поэт Никита Гоголев. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Я Никита Гоголев, мне 13 лет, Ставропольский край, город Пятигорск. Всех людей что-то объединяет. Например, я тоже занимаюсь дзюдо и родился в октябре, как вы. Сейчас все мы, как когда-то наши предки, объединились для общей защиты Родины. Каждый на своем месте. Я пишу стихи и считаю, что творчество должно нам помогать помнить о том, что важно. Разрешите прочесть отрывок из моего стихотворения, написанного к 80-летию Великой Победы. Я слышу фанфары победы, как слышал мой прадед когда-то. По площади Красной с оркестром идут молодые ребята. Идут, как тогда, в 45-м. Солдаты победы нашей, и прадеды ими гордятся, и враг никакой не страшен. В строю молодые герои, Россия у них за плечами, и нет никаких сомнений, победа будет за нами, и враг будет вновь повержен, а мирное небо над нами, как символ великой победы, салюты раскрасят цветами. Владимир Владимирович, встреча с вами для меня была давней мечтой. Спасибо. Вам спасибо большое. Очень надеюсь, что вы будете
Дальше садитесь, пожалуйста. Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе, и у нас принято, что когда старшие говорят, младшие стоят. Хорошо. У Кавказа свои традиции. Мы относимся к ним с огромным уважением, потому что они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны. Хорошо. Я хочу просто вам пожелать успехов в творчестве. Надеюсь, что вы будете дальше идти по этому пути. То, что мы все услышали, впечатляет, без всякого сомнения. Вам сколько лет? 13. 13 лет, видите, вы совсем молодой человек, а такие вещи патриотические, и причем как красиво их излагаете, очень бы хотелось, чтобы это пошире распространялось. Мы обязательно, я сам об этом подумаю, как сделать так, чтобы о вашем творчестве узнало как можно больше не только ваших сверстников, но и вообще граждан нашей страны. Вам спасибо, что вы об этом думаете. А у вас родители чем занимаются? Ну, моя мама экономист, и раньше тоже писала стихи. И в начале моего пути мне помогала в моем творчестве. Видите, как хорошо сказал? В начале моего пути. То есть он уже не в начале, он уже чувствует, что он уже практически состоявшийся поэт и литератор. Вам всего самого доброго. Спасибо вам большое. И маме большой привет. Спасибо огромное. Обязательно передам. Спасибо. Я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю встречу всех. Пожелать вам успехов. И я, как вы обратили внимание, помечал многие вещи, о которых мы сегодня с вами говорили. Тема нам понятна, по которой мы дискутировали, но хотел бы отметить, что эта тема, она, конечно, сама по себе крайне важна, но она дает нам повод поговорить в целом о том, что мы делаем, как мы живем, что нужно сделать дополнительно, чтобы жить еще лучше, какие векторы развития являются особенно важными. И я, помечая для себя все это, так, соответствующим образом буду выстраивать и свою собственную работу, и работу со своими коллегами, и из правительства, из администрации президента, и с главами субъектов Российской Федерации, в том числе из Кавказа. Вам спасибо большое. Позвольте пожелать вам удачи и поздравляю вас с наступающим праздником. С Днем Великой Победы. Спасибо. Может быть, общая фотография? Владимир Ильич? Да, спасибо.